ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Как воспитать из малыша счастливого взрослого? На этот непростой вопрос ответила перед ухтинскими родителями Надежда Митинова, автор методик по семейному воспитанию из Ярославля. В беседе с ухтинскими мамами и папами, с диалогом, шутками и примерами из личного опыта, она попыталась раскрыть глаза на проблемы, которые встречаются едва ли не в каждом втором доме. Нас родители, как все, хотят, чтобы ребенок развивался, даже не по годам. Они думают, что от этого он будет талантливее. А я должна сегодня рассказать о вреде раннего развития, о том, что кричать на ребенка не надо, если мы хотим людей, мальчиков, с чувством собственного достоинства, детей, которые могут рассказать родителям о проблемах, не тая их в себе. Для этого нужно прекращать кричать на своих детей. А если кричим, значит, уже ничего этого не будет. Кажется, простые истины. Но самой главной, глобальной проблемой Надежда Михайловна считает участившиеся детские неврозы. Все это проявляется и от недостаточного внимания, от конфликтов взрослых между собой, от агрессии, направленной на малыша, и даже от чрезмерного развития. Ссылаясь на ученых, методист объясняет, маленькому человеку ни к чему знать буквы в 2 года. В этом возрасте нужно стимулировать разве что интерес к жизни, природе, людям, миру. До 5,5 лет, это называется раннее развитие, нельзя ребенку учить читать, писать, вводить ноты, цифры, схемы, сложные электронные игры, иностранные языки и шахматы. Нельзя. Почему? Потому что ребенка вот эта часть готова к развитию, она отвечает за эмоции, а эта часть отвечает за логику. Также Надежда Митинова дала практические советы. Иногда они звучали забавно, но, по словам методиста, их точно стоит применить на практике. Захотел покричать на чадо, постучи кончиками пальцев по макушке. Себе, не ребенку. Кричать перехочется. Или накрой одеялом телевизор, когда укладываешь малыша спать. Это будет значить, что все вокруг уснули. Пускай на полчаса, времени как раз хватит усыпить сорванца. А еще минимум 8 раз в день обними или поцелуй. Любимый ребенок значит счастливый и умный. Ну и, конечно же, пожалуй, самый мудрый совет – уважение. Как отметила Надежда Михайловна, выходить перед аудиторией и проводить тысячи семинаров по всей стране ей помогло как раз-таки уважительное отношение родителей. Именно оно сформировало уверенность в себе.